Нас двое всего лишь. У нас на самом деле очень интересная семья, разносторонняя. Отец у нас спортсмен, мама у нас, в общем, если говорить, юрист, брат младший певец, я фотограф. Очень разнообразная, получается, сфера деятельности у всех. Вот так вот. Разнесло нас, короче. Да. Певцов у нас в семье больше, чем один, потому что у нас папа, он, В группе играл, да? будучи еще в армии, пел, играл в ансамбле. Мама у нас тоже, когда была маленькая, она мечтала петь. И нашу маму зовут Роза, и ей часто говорили, то, что вот как Роза Рымбаева, и она тоже симпалатинская, и говорили, то, что у тебя хороший голос, ты будешь петь. Ну, она сама тоже мечтала. Но так получилось, что жизнь сложилась немного по-другому. Но в любом случае песни всегда звучали в нашем доме. Поэтому мы, можно сказать, у нас, кстати, папа очень любит играть на инструментах. В какой-то степени он даже мультиинструменталист, потому что у нас дома есть Синтезаторы, гитара. Получается, гитара акустическая, гитара электронная, комбик, домбра. То есть папа у нас, на самом деле, как он сам часто говорит, народный артист, в общем. У нас 2 года разницы всего. Ну, мне кажется, ну, обычно у братьев, да, 2 года разницы – это как бы такой не очень большой промежуток. Но у нас, мне кажется, наоборот. Пропасть, да? У нас пропасть, да. Мы совершенно разные. У нас совершенно разные друзья, совершенно разные сферы деятельности. Вкусы, взгляды. Вкусы у нас совершенно разные. Ну, я вообще думаю, во всем. это не связано с разницей в возрасте. да. Наверное, это все-таки не поэтому. Я даже догадываюсь, почему так получилось. Потому что нам часто в детстве говорили, что мы очень похожи. Нам почему так говорили? Потому что мама с папой любили нас одевать одинаково раньше. Да. Да, у нас есть фотки, где мы обязательно в одинаковых футболках. Причем у нас разница в росте тоже такая приличная. И к нам подходили и говорили: ой, вы что, близнецы? Хотя вот так вот, да. Да, хотя мы, как бы внешне мы сильно отличаемся и отличались тогда, как мне кажется. Наверное, тогда зародилось вот это вот желание у каждого из нас, чтобы нас постоянно не путали с близнецами, и чтобы мы были как бы, чтобы про каждого из нас не говорили, что мы там на кого-то похожи и чья-то копия. Ну, отдельные личности. Ну, в любом случае, мне кажется, еще интересный факт, то, что Данияр в творчестве к творчеству гораздо раньше пришел. То есть, если в детстве я играл, там, я хотел быть спортсменом, да, как отец, там, я там и карате занимался, и баскетболом занимался, во дворе, грязный пацан, как всегда, там, бегал с утра до ночи, да, вот, играл там в мяч и прочие там делами не занимался. Данияр в это время учился параллельно с обычной школой, там, в музыкальной школе, проводил там уличные концерты, то есть постоянно занимался саморазвитием. Помимо этого он еще рисовал дизайн одежды, да, то есть у него это очень рано началось. Там, я тоже, конечно, рисовал. У нас, говорю же, в семье все-таки вот творчество преобладало, но я к этому пришел намного позже. Да, то есть вот пока вот я играл, ходил, бездельничал, Данияр уже над собой работал. Но насчет, кстати, музыки я помню хорошо то, что я вообще раньше, когда был маленький, я не слушал музыку, потому что был маленький. Слушать музыку у нас начал Дамир дома. Я даже помню вот эти вот первые кассеты Backstreet Boys, это, по-моему, 95-й год, когда вышла песня, я помню, Дамир показывал, это Get Down. И тогда я начал вообще узнавать, что можно, оказывается, слушать музыку, что можно покупать музыку, как-то ей увлекаться. Потому что уроки пения, если честно, в школе меня как-то не вдохновляли, потому что, все знают, в обычных средних школах уроки пения проходят в таком, как сказать, в патриотическом ключе, поэтому как-то вот мне не очень это нравилось. Я любил уроки пения. Нет, я потом начал их любить, да, но когда вот мы пели только патриотические песни, я даже не пел, я даже не знал, что я там могу петь. А вот когда... Я знал, что я могу петь. А Дамир, кстати, знал. Он, кстати, очень часто мне раньше делал какие-то замечания, когда я пел какие-то мелодии. Видать, я только начинал, я неправильно их пел. Он мне говорит: нет, здесь же не так, здесь вот так поется по-другому.
Ну я, конечно, не пою, но слух у меня есть на самом деле, да. Ну, то есть вот такие моменты иногда... Не, ну мне кажется, если бы он бы начал петь, он бы запел, потому что, ну, как бы... Ну, я пою иногда. Да. В смысле, я звезда караоке, да, можно так. Меня так друзья называют, в смысле. Вот. Вообще рэп читает, да. Мне лично кажется, что мы вообще не похожи. Ни по характеру, ни внешне. У нас только знак зодиака может быть. Да, вот единственное, наверное... Ну, я часто слышу от своих друзей тоже, да вы очень похожи внешне, или вы там характерами похожи. Я думаю, что, наверное, со стороны это виднее, и какие-то, наверное, черты все-таки есть у нас. Но в основном, если честно, я не вижу никакого сходства. Ну, мы вообще не похожи. Сходства у нас совсем мало. Фамилия, знак зодиака, да. Потому что, ну, я, например, очень спокойный, сдержанный, да. Даниар, он такой немножко эмоционально вспыльчивый, там, ну, то есть характеры у нас совершенно не похожи. Нам мама постоянно рассказывает, и я сам хорошо помню, как я очень ревностно относился ну, то есть к людям, которые каким-то образом пытались взаимодействовать с моим младшим братом, да. То есть чуть социофоба из меня не сделал. Да, то есть я был маленький, но при этом, когда вот он еще лялечкой был, да, я очень... Обычно же дети ревнуют, к родителям, а у меня наоборот, в смысле, да, было. То есть это моя ляля, я всегда говорил. То есть я возвращался из садика и всегда пытался найти его, пытался там как-то там с ним поиграть. Ну, то есть вот у меня хорошо, прям есть одна картина, где вот он на качелях, что ли, где-то катается, и я прям его качаю, ну, что-то такое вот. Я прекрасно помню. Или это я... нет, вру. Он был на маленьком вот этом вот стульчике, да, где сидел, и я вот пытался с ним как-то поиграть, и всегда очень говорил, это моя ляля, не играйте, это, ну, типа, уходите. То есть очень ревновал ко всем. Я помню, мама тоже рассказывала то, что он бежал из садика. Он тогда не мог выговорить Данияра, говорил Данака. Я говорю, где моя Данака? И бежал, оказывается, к кроватке моей, говорит, моя Данака. Ну, то есть... Ну, потом и родственники все начали Данияр Данака называть, на самом деле, после меня. Да очень долго, причем... но вы не вздумайте. До 16 лет, мне кажется, вот так называли некоторые родственники. Данака, Данарка, Данарчик, короче. В общем, я Данияром стал только потом, попозже. А у меня есть воспоминания, ну, это, наверное, не то, чтобы самое первое воспоминание, но я помню то, что в каком-то там раннем возрасте мы оба приходим домой из садика. Канун Нового года у нас прошла елка. И, ну, все помнят то, что дарили тогда вот эти вот картонные пакеты с подарками новогодними в садиках одинаковые. Ну, там обычно это конфеты, там какие-то фрукты. Конфеты, 2 шоколадные всего почему-то, пару фруктов, апельсин там и яблоко. Я помню то, что я в такой момент почему-то очень быстро все съедал. Я помню, съел, и так получилось, ну, как бы я съел и сижу, а он сидит и апельсин. Я забыл про эту историю, сейчас только вспомнил. Он открывает свой апельсин, а я маленький, мне же хочется. В общем, я пытаюсь выклинчить у него этот апельсин, он мне, естественно, выдавать не хочет. В итоге как-то, я не помню, каким-то образом я его уговариваю на то, чтобы не половинку съесть, одну дольку. Ну, там у него осталось у самого четверть, что ли, и он соглашается мне дать одну дольку. Как-то так получается, то, что я когда хотел откусить, ну, в смысле, вот честно, это было не специально тогда. Я как-то так съел все 3 дольки. Так получилось. Нет, я просто... В чем прикол? В том, что я помню, Дамир мне эти 3 дольки, по-моему, лет до 10 еще припоминал потом. Вот так, получается, в рот запихивал, да, а он должен откусить путь. А он просто взял и все съел, короче. Да, но это, честно, было не специально. Сейчас вот я могу признаться. Я тоже вспомнил. Я помню, до 10 лет он мне про эти дольки что-то вспоминал. Я говорю, блин, ну уже ладно, уже забудь про них. Нам мама говорит, вы 2 тельца, вы дома ужиться не можете. То есть мы, мне кажется, даже до сих пор, если мы с друг другом очень долго времени не проводим, мы начинаем ссориться. То есть, да. То есть в детстве это вообще кошмар был. Не, ну я думаю, что на самом деле это не был кошмар, это было как у всех. Потому что я тоже много знаю людей, как бы у которых есть братья, сестры. Ну там, ладно, братья с сестрами дрались, да, люди? Баттер не рассказывал там ничего, да? Ну, в общем, я думаю, что это... Нормально. Это нормальное явление, когда 2 мальчика еще и которые недалеко по возрасту друг от друга ушли,
Ну, Дамир же был сильнее, как бы я напомню, что ну, как бы в этом плане я иногда не мог свою правоту Качать. доказать, потому что он был просто физически сильнее, да, и я часто проигрывал. Но я помню один случай, когда что-то вот бывает же, вот мне надоело, то, что я сказал, все, хватит, что-то меня ударил, или, не помню, что-то было у нас такое, и у меня какой-то вот переломный момент случился, я помню, я схватил, мы как раз тем летом съездили в аул, к бабушке с дедушкой, и там дедушка подарил папе камша. Я помню, взял эту, а еще чтобы она не портилась, ну, чтобы она всегда красиво оставалась, папа ее лакировал. То есть она такая крепкая становилась. Я этой камшемен начал Дамира бить. Я помню, я его тогда, в смысле, победил. Не было такого, да? Было. В общем, дрались, да. Кто-то взял чьи-то вещи, кто-то чьи-то вещи на место не положил, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то что-то ответил. Ну, как бы, каких-то причин, ну, по сути, если посудить, это же не причина, это Мне просто кажется, это какие-то- больше такое, если психологически так смотреть, ну, это больше вот противостояние, да, младшего со старшим. То, что старший, он думает, что он старший, то, что он думает, что ему больше дозволено, там, и что он может манипулировать, типа, младшим, а младший, наоборот. Что они и делают потом? Да, а младший, наоборот, типа, вот он... Это несправедливо, почему Он так? противостоит, почему я должен все это, почему... Кстати, я помню один момент, когда Дамир пришел, вот мы сидели за столом, маленькие были тогда, он пришел и сказал, так, вот мне исполнилось то ли 6, то ли 7 лет, я вырос, а мне тогда то ли 5, ну, то ли 6, соответственно, да? И он говорит, я уже до этого времени по дому все делал, убирался, пылесосил. Ну, как бы с какого-то возраста я тоже начал подключаться, естественно. И он сказал, что с этих пор я вот официально заявляю, что я ничего делать больше дома не буду. Я помню. То есть это вот о том, что типа справедливость, несправедливость. Но на самом деле еще добавить хочется то, что почему, наверное, мы ругались и вообще ругаются братья и сестры, потому что семья – это какая-то модель общества для человека, в которой он учится вообще каким-то образом находить коммуникацию с людьми, то есть родители, взрослые, братья, сестры, ну, соответственно. И, наверное, мы друг на друге, скажем так, да, тренировались и учились, как в каких-то там сложных и несложных ситуациях общаться с другими людьми. Ну, скажем, мы с детства все равно друг друга уважали, даже если мы ссорились, ну, в смысле, до сих пор друг друга уважаем. Даже если мы сейчас там, у нас будет какой-то конфликт, да, что на самом деле очень редко проходит, и то там, потому что у кого-то там настроение там и прочее. Мы когда даже ссоримся, у нас как бы все равно взаимное уважение есть, да, то есть оно не переходит в какие-то там грани, там, ну, повздорили немножко и все, да, и забыли потом. Как бы нет такого, чтобы там матом крыть, там драться, прям там до крови. Ну, ладно, матом крыть драться, в смысле, нет, наверное, какого-то остаточного чувства, когда ты потом какие-то обиды внутри носишь. Да? Ну, поссорились. Ну, Да, ну как бы и помирились. решили, проехали, все, забыли, и пусть так будет всегда. Ну, если честно, ну, то есть, если так смотреть, может быть, мы и конфликтны там между собой, да, там многое там не делили там с детства, да? Ну, как и все. Как и все, да, но там друг за друга горой, ну, в смысле, если что-то там, то всегда. Я очень ленивый сам по натуре, да, и для меня что-то сделать, это надо очень долго раскачиваться там. Хотя я тоже целеустремленный, когда, но мне в Даниаре именно нравилась эта целеустремленность, то, что он, говорю, уже с детства шел к своей мечте, он постоянно над этим работал, он работал над собой, как внешне, так и внутренне, да, то есть он, ну, старался всегда добиться своей цели. Там, ну, то есть я как-то очень долго ко всему к этому шел и смотрел на него и думал, ну, почему бы и нет, да, тоже надо стараться, тоже каких-то вещей добиваться. То есть в этом плане мне Даниэль очень как бы нравился, то, что эта черта. Были моменты в жизни Дамира, когда он очень резко поменял все в своей жизни, то есть сферу деятельности, вот. Потому что раньше он был совсем другим, он был очень таким классичным, у него он всегда ходил в костюме, в рубашке, ну то есть работал он, соответственно, тоже офисным сотрудником в финансовой сфере, скажем так. И потом так получилось, что он понял, что он хочет заниматься другим делом. Я помню даже то, что мне было тогда странно, и, ну, я думал, нормально все с человеком, да, ну, как бы,
И это не было в 15 лет или в 17 лет, когда обычно такие сдвиги происходят, ну, как бы резко, меняя направление там, справа налево. И он поменял свою деятельность на тот момент, как мне казалось, очень неперспективную, несерьезную. То есть он ушел в фотографию. Думаю, как можно захотеть стать фотографом, работать там начальником отдела, все бросить и уйти работать фотографом. В чем поучительный момент? В том, что он не побоялся поменять свою жизнь кардинально. Он не побоялся послушать, как в голливудском кино сейчас скажу, свое сердце, последовать за своей мечтой. И при этом он никогда не изменял себе. Я просто помню то, что, ну, вначале же трудно, и я предлагал ему, говорю, у меня есть друзья, которые занимаются организацией мероприятий, там какие-то свадьбы, еще что-то. Я говорю, давай я им скажу, ты будешь, может быть, какие-то свадьбы фотографировать. Ну, я же не знаю на тот момент. И он сказал, нет, ты что, я не буду такими вещами заниматься, я буду заниматься профессиональной, художественной фотографией. И опять на тот момент мне тоже казалось, что это какое-то, ну, очень рискованное и странное желание. Но, опять же, спустя время, годы, я, родители, друзья, все окружающие, которые, ну, не то что сомневались, но переживали за то, чтобы все получилось, убедились в том, что все-таки это был правильный выбор. Этот момент на меня очень сильно повлиял, и я стал в каких-то таких кардинальных решениях более храбрым, наверное, благодаря вот этому, его опыту. Мы там всей семьей ходили там на какой-нибудь там гала-концерт их музыкальной школы, да, то есть у меня прям, я должен был снимать все это на видео, естественно. Первое такое более-менее серьезное выступление на сцене перед большой аудиторией. Даниил к этому очень сильно готовился, и мы, естественно, тоже сами переживали. То есть я снимал, стоял на камеру, и там даже вот у меня на камере руки трясутся, да, то есть я до такой степени переживал, что сейчас гость, не дай бог, что там он упадет, или слова забудет, там, да, или еще что-нибудь там. Все равно переживаешь же, да, и стоишь, и у меня прям руки трясутся, и я прям был горд, да, я смотрел, когда что-то закончилось, мы там все фотографировались. Это было круто, на самом деле, да. То есть поддержка больше такая моральная. Я говорю, что Даниил, он в поддержке, в принципе, не нуждается, он всегда на пролом идет к своей цели, и мы больше, нам поддержка нужна. Да? Как, я всех поддерживаю. Да, мы группа поддержки, которой самой нужна поддержка, да, получается, вот. Так как мы были в этих направлениях, ну вот в семье одни, то есть не было такого, что там пошли по маминым стопам, по папиным. Соответственно, этой поддержки мы, в принципе, не чувствовали. Ну, потому что как бы профессионально не от кого было это чувствовать. Но с другой стороны, я думаю, что мы пошли все в разные сферы, потому что мы хотели каждый чего-то добиться. Самореализоваться. Да, самостоятельно. Потому что, конечно же, были какие-то разговоры о том, чтобы пойти по маминым стопам, по папиным. Я вот помню, с Дамиром был разговор у мамы, я вот как-то отложил себе. Но он сказал, что нет, я не хочу как бы на все готовое, как бы по протоптанной дорожке, и поэтому так было. Ну, даже сейчас уже там, да, там, у меня там фотосессия какая-нибудь там супер важная, там, с супер каким-то там важным человеком. У Даниара там, наоборот, там супер важный концерт, а мы такие уже, ну ладно, в смысле, да, потому что я уверен в том, что он справится, да, он уверен, что я справлюсь, поэтому, в принципе, такой прям поддержка. У нас мама там супер, это супер поддержка от мамы, да, у нас идет в обе стороны. И от папы, естественно, тоже. Сразу было понятно, что человек, как бы, Адам Булат, да, что как бы человек к этому стремится, и он этого добьется. Вот. Ну, у меня просто творческая профессия началась намного позже. Вот. И как Даниар сказал, уже они там немножко сомневались, но... Не сомневались, переживали, чтобы все получилось. Да. Но я вот могу, наверное, точнее сказать какой-то конкретный момент про Дамира, потому что, когда мы поняли, что Дамир встал на рельсы, мы уже перестали за него как-то переживать, потому что в какой-то момент у него даже поездок стало больше, чем у меня. То есть, как бы в семье у нас всегда было так, что я куда-то на гастроли уезжаю частенько, а тут Дамира нету, он опять уехал, улетел, прилетел. Ну, то есть, тут, конечно, мы начали понимать, что все нормально. Но мне очень хотелось, чтобы это не только мы увидели. Ну, как бы, брат родной, я же понимал, что были люди, которые сомневались извне. И я помню вот тот момент, когда Дамир принес фотографии определенные. Ну, эта история обычно мама любит всем рассказывать, да, но я тоже как бы обязательно хочу об этом сказать.
Дамир фотографировал президента Республики Казахстан несколько раз. И я помню, когда был какой-то праздник, я эту фотографию выложил, подписал, что эту фотографию делал мой брат. Ну, то есть мне очень важно было, что... Ну, чтобы люди тоже это увидели, и как бы те, кто сомневался в нем, признали то, что это действительно человек, который добился успеха в своем деле. Вот. Мама, это сейчас скажешь. Мне кажется, Новый год – это такая традиция. Ну, то есть это в основном, ну, нас, конечно, очень редко можно поймать, особенно его, там, да, в Новый год. Вот, но если получается, то мама старается всегда всю семью собрать. Вообще мама очень, как бы родители, точнее, в общем, очень довольны, когда вся семья собирается там в одном доме просто там пообедать или поужинать, потому что это случается очень редко, что меня, что Данияра постоянно нет в городе. Даже если мы в одном городе находимся, мы даже можем друг друга не видеть. Там, да, у нас друзья через друзей мы передаем друг другу приветы. Так. Вот. И очень редко получается, когда вся семья вместе. Вот. И все-таки мама старается на праздники, там, чтобы все собрались там, за одним столом. То есть родители всегда в этот момент очень довольны. Ну, то есть больше как бы никаких там особенных таких вещей от нас не требуют. Ну, понимаю то, что мы оба заняты, постоянно в разъездах. Ну, как бы раньше, когда помладше были, мы все, наверное, старались куда-то там в час ночи, после того, как чокнулись лимонадом, разъехаться там по друзьям. Но сейчас, наоборот, если честно, вот с возрастом, да, можно сказать, мне, наоборот, хочется вот Новый год проводить с близкими, чтобы были все, чтобы вся семья тоже собиралась. Ну, потому что, как бы, никто не вечен, и мы, наверное, начали это понимать с годами лучше. Лимит на нашу семью татуировок исчерпан, если не народ наш вообще, исчерпан Дамиром. То есть уже все, нам вот выделенное количество татуировок на всю нашу семью, оно на нем. То есть мне уже просто не суждено. Ну, очень много, на самом деле, людей поражаются, да, ну, типа, вы же братья, там, ну, начиная от мамы, там, заканчивая, там, от друзей, там, и знакомых, ну, типа, вы же братья, почему вы так друг к другу относитесь? Внешне это выглядит со стороны холодно. Да. То есть я понимаю, что люди смотрят на нас и думают, что у нас какие-то очень сдержанные отношения. Ну, они у нас действительно сдержанные, но не холодные. Просто, говорю же, у нас каждый друг другу доверяет, да, каждый, ну, то есть в каждом уверен. То есть Скажи уже, каждый из нас профессионал своего дела, да, и то есть мы как бы даже у нас сферы еще разные, да, ну, вот. И говорю же, со стороны людям кажется, что это действительно это холодно, там, почему вы типа вы там долго не видитесь, почему вы там не обнимаетесь, там, да, там и прочее. Ну, как, ну, по-мужски, да, у нас просто такое друг другу уважение, по-мужски. Даже если мы друг друга давно не видели, мы придем так просто вот так вот. Привет. Вот так. Что, нормально? Да, нормально, ну ладно, все. То есть даже мы там месяцами не виделись, вот, ну, то есть у нас вот такая, ну, это не значит, что мы там друг к другу плохо относимся. Просто у нас такое мужское отношение друг к другу, и все. Вот тоже какое-то отличие нас, это, наверное, то, что Дамир, он более сдержанный, чем я. Ну, потому что, допустим, я с мамой, с папой обнимаюсь. То есть по сей день я не вижу ничего в этом постыдного. То есть я всегда приезжаю откуда, я там лезу обниматься, целоваться. Ну, я как бы своих близких очень люблю, я абсолютно считаю это каким-то нормальным явлением с возрастом, которое не должно угасать. Это, ну, как бы мое. Дамир, он в этом плане всегда чуть поздержанней. Но, опять же, что я хотел сказать, то, что я всегда чувствую его поддержку. Если что-то вдруг пойдет не так, я могу на него опереться. За это я хочу тебе сказать спасибо. Ты не любишь обниматься, а я люблю.